Так, добрый день. Как настроение? Бодрые. Кайбицы в ожидании большой стройки. С этого и начинается диалог местных жителей с Рустамом Миннихановым. Через их район в Татарстан зайдет федеральная трасса М-12. Из 142 километров пути по республике в Кайбицах она протянется на 55. Жители просят президента помочь построить и развязку. Просьба всего населения насчет транспортной развязки около села Большие Кайбицы. Такая трасса, она очень нужна, чтобы обязательно в районе съезду мы будем заниматься этим. Еще одна горячая тема – посевная. Рустам Минниханов обсуждает с аграриями темпы работ. Засеяны 30% площадей. В зону критики попало животноводство. По сравнению с прошлым годом в этой отрасли район заметно сдал. Президент призвал активнее развивать фермы, использовать гранты и другие формы господдержки. Поголовье надо обязательно приобрести, восстановить. Южные районы страны, они на портах стоят, там растениеводство. А у нас все равно надо ориентироваться на животноводство. А это село Большое Подберезье. Здесь Рустаму Минниханову показывают деревянный храм, построенный при поддержке местных меценатов. Здесь же президент возлагает цветы к обелиску в память о погибших в Великой Отечественной войне. Зиннутулла Загидуллин – ровесник республики. Ему 101 год. Президент искренне поздравляет ветерана с наступающим Днем Победы. Очень ценили, сказали, спасибо строителям, обращаемся всем. Еще один пример, как в развитие села вкладываются его выходцы. Вот этот музейный комплекс, посвященный истории землепашества и сельского быта. Наверное, где-то если и есть место, где можно круглый год устраивать либо сабантуй, либо любые другие народные праздники, то это место здесь. Это музейный комплекс села Большое Подберезье. Место, где обычаи, культура и традиции расцветают во всей красе. Рустаму Минниханову показывают, как здесь умеют хранить свою культуру, традицию, технологии и даже старинные рецепты, готовы ими делиться с туристами и президентом. Спасибо. Вся продукция своя. В районе активно развивают и поддерживают фермеров. Хороший урожай, это хороший надой, это приветствие, это рождаемость, то есть это все радует. Земля любит труд, а потом он тебя будет кормить. Самый юный фермер и самозанятый Александр Тараканов. Ему 14. Дело идет успешно. Разводят перепелов. В этом убедился президент и сделал с юношей памятное фото. Утром просыпаться надо, рано вставать. Но тем не менее тебе это нравится? Нравится. Сегодня же Рустам Минниханов побывал и в Апастовском районе. Здесь завершили работы на 40% полей и увеличили поголовье. Президент осмотрел молочный комплекс, потом сельский ДК. В завершении поездки почтил память апастовцев, погибших на полях сражений. Рамиль Шайдуллин, Владимир Ларионов, Марат Саидгараев, ТНВ, Кайбицкий, Апастовский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.